Владимир Уйба встретился с главными редакторами коми-газет и журналов. Темой встречи стали перспективы развития и вопросы поддержки печатных изданий, выходящих на коми-языке. Надо отметить, это первая такая встреча главредов с главой республики. В этом году коми-печать отметит юбилей – 105 лет со дня выхода первого печатного издания. 10 июня 1918 года вышла «Зырянская жизнь». Ее правопреемник сегодня – газета «Коми-му», выпускается с 1991 года. Если мы что-то делаем, что-то говорим, тем более, да, слово это вообще сегодня и всегда самое серьезное оружие, то мы, безусловно, должны так жить. Не просто говорить, а жить так. И если мы работаем и выпускаем журналы, газеты на коми-языке, то уж точно совершенно этим должен быть и жить близкий круг. В противном случае, тогда это просто, извините, работа, а не смысл жизни. В республике выпускается целая линейка национальных изданий для всех возрастов. Детский журнал «Бикинь», «Искорка», молодежный журнал «Елага», «Эхо», юмористический журнал «Чушканзи», «Оса», литературно-художественный журнал «Войвов-Коджув», «Северная звезда», общественно-политическая газета «Коми-му». Коми-язычные издания, газеты и журналы, они являются достоянием нашей республики, потому как подобных изданий мало где еще имеется. Ну, тот же пример Чушканзы, да, если в советское время сатирические журналы издавались в каждой союзной республике, то на сегодня подобные издания есть только в Коми-республике. Ну, то же самое можно сказать и о журнале «Елага» для молодежи, то же самое можно сказать и о «Бикинь», журнале для детишек. Очень красочные, очень познавательные издания, и действительно их надо хранить бережно и достойно. Издательский дом «Коми» имеет собственный книжный магазин «Ордем». Он очень популярен среди населения, но из-за высоких затрат на коммунальные услуги и низкого оборота литературы на коми-языке магазин не может выйти на самоокупаемость. Владимир Уйба поручил правительству Коми рассмотреть возможность субсидирования части затрат книжного магазина.